Вот кроме Жукова, у Жукова вообще авторитетов нет. Он как бы делает вид, что он подчиняется, но было ваше, станет наше. Это да. А что касается Штирлица, он будет, по-русски сказать, присмыкаться. Присмыкаться, услужливо общаться. И самое неприятное, вот мне, как для Гюго, он не видит недостатка вышестоящих людей. То есть я наблюдала такую пару на работе. Наполеонка и Штирлиц. Вот Штирлиц впритык не видел этого хвастовства этой Наполеонки. Ее неадекватного иногда поведения, ну понятно, потому что он же подзаказанный. Смотрел на нее снизу вверх. И все, что она говорила и делала, какую бы ахинею она ни несла, он всему практически чуть ли не аплодировал стоя. Ну, Жуков так и не позволил, потому что Жуков вообще не позволяет на своей поляне кому-то командовать. Это человек сразу будет кувалдой утоплен глубоко под плинтус.